И вначале о важных кадровых решениях президента, касающихся губернаторского корпуса. В Якутии вступил в должность новый глава республики. республики. О новых кадровых решениях, за которыми сейчас следит вся страна. В России сегодня сменились руководители. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен мэр Якутска Айсен Николаев. В Якутии назначен Айсен Николаев. Соответствующий указ 28 мая подписал президент России Владимир Путин. Предложение руководить Якутией для меня было вызовом и, конечно, для огромной ответственности и перед президентом, и перед каждым жителем нашей Якутии. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Сегодня в нашем интервью я предлагаю подвести некоторые итоги уходящего года. Начнем по хронологии. Конец мая. Вас назначают на пост исполняющего обязанности главы Якутии. В СМИ сразу же разлетаются фотографии, где вы вместе с Владимиром Путиным в очень хорошем настроении улыбаетесь. Вот можете сейчас вспомнить, что вас так насмешило в тот момент? Ну, не насмешило, мы очень по-доброму поговорили с президентом о том, как же я стал его земляком. И я, и он родились в Санкт-Петербурге. Так, я просто исторически короткое время там прожил. Вот. Но мы с ним разговаривали о том, как я учился в школе, какие у меня были учителя. Очень так по-доброму, по-отечески он поговорил со мной. Ну, вернувшись в Якутск, вы сразу же первым делом отправляетесь на Колыму. В то время там бушевало наводнение. Второй день Айсен Николаев работает в Колымской группе районов. Сегодня он встретился с главой, руководителями и представителями общественности Нижнеколымского района. Жители получили ответы на вопросы. Прошло уже полгода. Вот все ли восстановлено? Вы знаете, я горд тем, что и руководство республики, правительство, муниципальное образование, предприятия республики, жители республики, знаете, мы все вместе смогли преодолеть последствия, на самом деле, самого разрушительного наводнения, которое было в нашей республике за последние 18 лет. Была огромная помощь, конечно же, со стороны федерального центра, и президент страны лично держал этот вопрос на своем контроле, премьер-министр давал ряд поручений. Благодаря этому мы как никогда рано получили деньги. Обычно деньги на наводнение мы получали вот как раз аккурат к концу года или даже в следующем году. А тут уже летом мы получили средства, и в общей сложности почти 1 миллиард рублей к нам из федерального бюджета, из резервного фонда правительства поступил, и это, конечно, оказало нам огромную поддержку. Но вместе с тем на местах была развернута огромная работа, и главы муниципальных образований на самом деле все очень хорошо отработали по организации этой работы. На период, когда была опасная ситуация, очень здорово отработал МЧС республики, служба спасения республики. И вот, знаете, вот была такая очень в хорошем смысле сплоченность людей. Я вот ее видел на местах, потому что я ездил не только на Колыму, я был и в Татинском улусе, я был в Амгинском улусе, я был в Аймеконе, где тоже вот летом уже произошло наводнение. И вот везде была видна такая взаимовыручка людей, желание помочь соседу, вообще незнакомому человеку, но который оказался в трудной жизненной ситуации. И на самом деле, благодаря этому мы сегодня можем сказать, что все социальные объекты у нас восстановлены, дороги восстановлены, объекты восстановлены. Многие жители получили жилищные сертификаты, получена достаточно серьезная материальная помощь пострадавшим от наводнений. И это получается буквально за полгода. И вот это мы все смогли сделать, и на самом деле, вот еще раз говорю, кажется как-то без особого такого шума, гамма, но на самом деле вот самое серьезное наводнение, которое было у нас в республике за последние 18 лет, мы преодолели без существенных потерь. Ну а в перспективе, что нам надо предпринять, чтобы все-таки таких последствий не было? Вы знаете, мы живем в то время, когда как раз меняется климат, меняются режимы водные, так и никто не застрахован от наводнения. Посмотрите по телевизору, что происходит в самых развитых странах мира, в тех же Соединенных Штатах Америки, там, в Европе, в Японии, да, какой огромный урон наносит им стихия. Поэтому здесь нельзя от этого защититься. Другой вопрос, конечно, что мы должны предпринимать все меры для того, чтобы был минимизирован ущерб, и самое главное, чтобы не было человеческих жертв. Колыма — это только начало. За прошедшее лето вы
по предварительным подсчетам совершили где-то около 50 поездок. Вот что волнует якутян в первую очередь? Знаете, в нашем обществе сегодня существует огромный запрос на изменения. Вот неправда, когда говорят, что вот люди хотят жить стабильно, что им вот нравится жить так, как сейчас они живут. На самом деле люди хотят существенных изменений и изменений в лучшую сторону, потому что они видят, что при всех тех позитивных изменениях, которые у нас в республике были за последние годы, за последние десятилетия, все-таки есть резервы и есть возможности улучшить жизнь. Начиная от самого маленького поселка, заканчивая столицей нашей республики, городом Якутском. И, конечно, вот у людей это вот очень ярко выражено. Вместе с тем, конечно же, люди хотят трудиться, люди хотят работать, люди хотят получать достойную оплату своего труда, люди хотят поддержки в своих начинаниях. И вы знаете, вот самое главное, что вот мне нравится, когда я встречаюсь с людьми, разговариваю, это вот именно желание жить, трудиться на своей земле. У нас здесь в Якутии, развивать ее вне зависимости от района, вне зависимости там, от национальности. Вот, у людей это желание есть, и обязанность власти помочь людям это желание реализовать. Ну, в числе ваших поездок были Алданский, Ленский, Нюрнбергский и Мирнинский район. Это промышленные центры республики. Как вы считаете, вообще возможно развитие нашего региона без развития промышленности? Абсолютно нет, потому что наша промышленность, вот особенности сырьевая промышленность, это основа экономики уже далеко не Якутии и далеко даже не только Дальнего Востока, это основа уже экономики во многом и всей страны. Потому что если мы раньше славились как бы своими алмазами, которых у нас добывается на самом деле, практически все российские алмазы добываются на территории Якутии, то сегодня уже и добыча нефти, и добыча газа, она стремительно выводит нас в лидеры именно по этим направлениям еще далеко. Вчера еще так локальным для нас. Уверен, что значение вот ресурсов природных Якутии будет только возрастать. Мы видим, как уже в этом году у нас значительный рост идет по углю, идет рост по золоту. В следующем году начнется уже реальная подача газа в трубопровод «Сила Сибири». И, конечно же, вот еще раз говорю, через некоторое время мы получим вообще в целом здесь якутский центр добычи газа мирового масштаба. Наша традиционная вот сильная отрасль, например, вот алмазодобыча, конечно же, будет она и дальше развиваться. Это мы обязаны ее поддерживать. На самом деле сегодня компания «Алроса» — это основной донор нашего бюджета. Практически более половины наших доходов консолидированного бюджета республики составляют доходы от акционерной компании «Алроса». Тем более мы сегодня получаем очень значительную часть как акционеры в виде дивидендов от прибыли компании. И когда я сегодня там слышу возгласы некоторых там псевдополитиков о том, что давайте мы завтра закроем «Алросу», можно закрыть завтра «Алросу», а на что мы будем жить так, на что будут жить люди нашей республики, если, вот еще раз говорю, более половины доходов нашего бюджета — это поступление от компании «Алроса». Вот, поэтому здесь, конечно, мы должны с компанией работать. Конечно, есть упущения, есть ошибки, но это рабочие моменты, которые мы сегодняшним руководством компании решаем очень конструктивно и в интересах как раз Республики Саха-Якутия. А вот как найти баланс между развитием промышленности и все-таки сохранением экологии региона? Вот именно поэтому я подписал своим первым указом после вступления в должность указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. Здесь, конечно же, должны быть усилия не только по контролю за деятельностью промышленных компаний, хотя это само собой разумеется. Должна быть ответственность и самих недропользователей за отношение к технологиям, к условиям труда, к промбезопасности на объектах. Это очень важный, очень серьезный вопрос. Вместе с тем мы сегодня должны говорить о повышении экологической культуры вообще всех жителей нашей Якутии. Вот если посмотреть, например, вроде бы на реке Лена нет ни одного промышленного объекта, кроме как вот Якутцемент, Муксоулах. Вместе с тем вода в реке Лена гораздо грязнее, чем в том же Вилюе. Вот. Почему так происходит? Потому что вокруг него стоят ряд населенных пунктов, в том числе город Якутск, которые на самом деле загрязняют эту реку. Так? А почему так получается? Потому что вот я, когда был главой города Якутска, мы постоянно проводили те же субботники вдоль берегов Лены, так? И мы видели, какой просто там иногда стоит, знаете, вот вакханалия какая стоит несанкционированных свалок, когда люди просто вот всю зиму
все лето выбрасывают туда просто огромное количество мусора, причем все прекрасно понимают, что весной придет ледоход, и это все уйдет в реку. Вот, и после этого говорить о том, что мы там любим природу, ее охраняем, да, это просто-напросто со стороны некоторых людей, это, на мой взгляд, безответственно. Поэтому должна повышаться экологическая культура каждого жителя нашей республики, начиная от детей. Вот я самое главное считаю, чтобы мы детей уже не то что со школы, с детсадовской скамьи учили любить природу. В этом случае у нас через 10 лет, через 20 лет вырастет поколение, которое реально будет заботиться об экологии. Все-таки население очень волнует состояние рек Вилюй, Малая Бутуоби и Ирелях. Как нам надо поступить в будущем, чтобы таких все-таки катастроф природных у нас не было? Еще раз хочу подчеркнуть, что от природных катастроф никто из нас не застрахован. Так, и вот то, что произошло на Иреляхе, это на самом деле стечение ряда чрезвычайно редко встречающихся природных явлений. В первую очередь, конечно, аномальные дожди, которые более чем в 1,5 раза превышали максимальный уровень дождей, который когда-либо фиксировался в истории. И, к сожалению, те объекты, которые были построены у Алроса, они были рассчитаны на другой уровень воды. Вот, прорвало дамбу, сначала не промышленную, а вообще дачную дамбу, так, и оттуда вылившаяся вода, она снесла и дорогу, участок дороги, и потом прямо вот вылилась в Ирелях, и потом был гидроудар по плотинам Алроса, которые, к сожалению, эти плотины уже не выдержали. Мы, конечно же, должны делать все, чтобы таких случаев не было. Для этого, конечно, надо, еще раз говорю, увеличивать требования к промышленной безопасности. Вот, без всяких там истерик, без шума, гамма, но Ростехнадзор, руководство компании, они, конечно, должны неукоснительно одни контролировать исполнение требований, другие должны, конечно же, не пытаться не экономить на строительстве каких-то защитных сооружений, а полностью исполнять все требования, а если надо, и перепроектировать свои защитные сооружения с учетом вот тех изменений климата, которые сегодня имеются. 9 сентября прошли самые масштабные в истории нашего региона выборы. Существенно обновился состав Государственного собрания Ултумен. Мы выбирали глав районов на слегов. Всего у нас есть представители 9 разных партий. Вот как сейчас выстраивается взаимодействие? Взаимодействие со всеми политическими партиями, на мой взгляд, у нас в республике выстраивается конструктивно. Выбор населения, он был сделан массово. У нас достаточно большое количество было избирателей на выборах всех уровней, начиная от выборов скажем так, от выборов депутатов представительных органов местного самоуправления в поселках, например, в селах республики, поселенческого уровня, заканчивая уже выборами главы республики. Выборы были легитимные, так как практически никаких заявлений о нарушениях по итогам выборов у нас не поступило. Вот. Я считаю, что традиции такого демократического волеизъявления в республике, они уже складываются, сложились, и необходимо их и дальше поддерживать, и тоже взаимодействие, в первую очередь, с основными политическими партиями, парламентскими, как мы их называем, да, оно у нас построено очень так грамотно, ну и с теми партиями, которые также достаточно широко представлены в муниципальных образованиях республики, мы тоже достаточно плотно работаем. И главное же не то, чтобы мы там им всем потакали там для решения узкопартийных целей, и они только этим занимались, так? А наоборот, мы должны их объединять для того, чтобы вместе все эти партии помогали развивать нашу республику. Вот Якутск — одна из немногих региональных столиц, где сохранились прямые выборы главы города. Раньше вы высказывали позицию, что это очень важно, это правильно. Не поменялось ваше мнение с учетом того, что вы поддерживали другого кандидата на этих выборах? Абсолютно. Я всегда говорил и буду говорить, что власть, которая избрана прямыми выборами, она гораздо более ответственна. Ответственна уже не только там перед депутатами, которые ее, например, могли избрать, так, или перед комиссией, там, которая может избирать, это как в других субъектах происходит. Она ответственна перед всеми избирателями. И, соответственно, вот власть в нашей столице, она выбрана большинством принявших участие. 39% проголосовало за Сардану Владимировну, так, Аксентьеву. Соответственно, она сегодня является полноправным главой города Якутска. И на самом деле я считаю, что и в дальнейшем выборы главы города Якутска должны происходить как раз через механизм народного волеизъявления. Ну вот вы, как бывший мэр Якутска, как можете оценить вот работу, проведенную с сентября новым мэром?
У главы города Якутска, кем бы он ни был, и когда бы он ни был избран, так и до нас это было так, и после нас будет так же, всегда очень много работы. Потому что город Якутск — это самый экстремальный город в мире. Нет в мире городов с амплитудой температуры свыше 100 градусов, как у нас в Якутске. Нет у нас такого города в мире на вечной мерзлоте большого. И, конечно, проблем здесь море. Так? И, конечно же, необходимо заниматься ежедневной кропотливой хозяйственной работой. Вот. Я считаю, что Светлана Владимировна делает во многом правильные шаги, как раз в части налаживания таких прямых контактов с избирателями, с населением для решения вот таких злободневных вопросов. Вместе с тем, я об этом ведь тоже говорю, необходимо усиливать сейчас системную работу по решению тех проблем, таких, знаете, глобальных, которые стоят перед городом. Это вот как раз о том, что я говорил в начале, что нельзя увлекаться решением частных каких-то вопросов, так маленьких, так в ущерб крупным вопросам. Хотя, знаете, это всегда гораздо лучше для пиара. Решил вопрос для какого-то нуждающегося, да, об этом громко сказал, все тебя хвалят, ой, какой молодец, ой, какой молодец. А вопрос же не в том, что ты для одного человека должен решить, ты должен решить там вопрос для десятков тысяч. А вот как для них решен вопрос, остается непонятно. И поэтому вот с этой точки зрения, конечно, мы будем помогать руководству города решать те проблемы, которые есть. Это и строительство дорог, это и снос аварийного жилья, строительство социальных объектов в городе Якутске. Вместе с тем, конечно же, есть вопросы, где в первую очередь ответственность несут муниципальные власти. Продолжая кадровую тему, вы на 65% обновили состав правительства республики. Причем ключевые позиции сейчас занимают люди извне. Почему было принято такое решение? Правительство республики сейчас, на самом деле, очень претерпело большие изменения, 65%, как вы правильно сказали. Ну, извне у нас председатель правительства и один заместитель председателя правительства. Я не скажу, что это очень много людей. Да? У нас в правительстве 28 членов правительства. Вместе с тем, я считаю, что, конечно же, нам на новом этапе развития республики нужны люди, смотрящие на наши проблемы уже по-новому, люди, имеющие колоссальный опыт управленческий, с одной стороны, а с другой стороны, достаточно молодые, чтобы как раз вот всю свою энергию, именно желание тратить на развитие республики, которые хотят в жизни добиться еще многого. И с этой точки зрения я считаю, что и кандидатура Владимира Викторовича Солодова на пост председателя правительства и Кирилла Евгеньевича Бычкова на пост заместителя председателя правительства предложены мною правильно. Они уже втянулись в нашу действительность, так, объякутились в хорошем смысле, как журналисты мне говорят, так. И, конечно же, благодаря их работе мы сегодня достаточно динамично развиваемся и имеем уже очень хорошие позитивные результаты как в работе с федеральным центром, так и в работе здесь, внутри республики. Вот насколько результативно сейчас для Якутии, получается, складываются отношения с руководством страны, с руководителями федеральных ведомств? Я считаю, что мы сегодня пользуемся большой поддержкой и президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, и председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. Мы видим, какие на самом деле колоссальные средства сегодня заложены на республику по национальным проектам. Достаточно посмотреть на сумму по расселению аварийного жилья. Летом, когда я приступил к исполнению обязанностей в проекте национальном, на республику было порядка 24 миллиардов рублей заложено. Так сегодня уже защищено, так и утверждено в бюджете на этот проект по республике Саха-Якутия по расселению из аварийного жилья 60 с лишним миллиардов рублей. Огромная сумма. Так, и я уверен, что благодаря вот этим денежным вливаниям в республику мы сможем реально улучшить жизнь десятков тысяч людей. 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья у нас должно быть снесено, вместо него должно быть построено новое жилье. Причем это не только город Якутск, так, кстати, Якутску там порядка лишь всего около 16-17% этих средств будут направлены. А это Алдан, это Нерингари, это наши районные центры нашей республики, это северные наши поселки, так, и вот эта программа затронет всю республику. Вот как раз об этом вы говорили в своем послании Государственному собранию Ултумен. Помимо этого вы сказали, что больше нельзя допускать ситуации, когда при формировании государственного бюджета начинается распределение неполученных, незаработанных доходов. Такая политика уже привела, можно сказать, к финансовой катастрофе в 2017 и начале 2018 года.
В результате кризиса бюджета в этом году разрыв составил порядка 30 миллиардов рублей. Вот как удалось в столь короткий срок закрыть эти средства? Я еще раз хочу сказать, что на самом деле были допущены грубейшие ошибки при формировании бюджета и 2017 и 2018 годов, поэтому 2017 год был закончен с общей кредиторкой за 15 миллиардов рублей, а в бюджете 2018 года не были заложены расходы на такую же сумму для решения уже злободневных вопросов, которые реально должны были быть профинансированы, начиная от повышения заработной платы в бюджетной сфере, заканчивая расходами на жилищно-коммунальное хозяйство. Я об этом говорил в своем послании. Огромную помощь нам оказало руководство страны и компания «Алроса». Была изменена дивидендная политика, и в результате этого решения мы разово в этом году в бюджет республики получили почти 10 миллиардов рублей дополнительных доходов только по дивидендам «Алроса». Наши алмазные улусы алмазной провинции получили 2 миллиарда 700 миллионов рублей на, опять же, дополнительных дивидендов от «Алроса». Вкупе с тем, что в результате нашей работы с крупными недропользователями также были увеличены налоговые отчисления, мы смогли эти все свои прорехи в нашем бюджете закрыть. Мы год заканчиваем стабильно, без долгов, без неоплаченных каких-либо госконтрактов. Вместе с тем, я об этом говорил депутатам, я рад, что они поддержали. Мы должны все-таки уйти от той модели, когда мы в бюджете радостно делили, несуществующие доходы в надежде на то, что они появятся. Вот вы говорите о создании новой модели экономики республики, о том, что сейчас у нас есть все вообще силы и возможности для прорывного развития. Что будет делать, на что вообще будет делаться в перспективе упор? Я об этом многократно тоже выступал. Еще раз повторюсь, мы понимаем, что основа экономики республики – это добыча полезных ископаемых. И в дальнейшем, в следующие десятилетия, конечно же, основа экономики республики, да и не только республики, будет нести эта добыча полезных ископаемых. Вместе с тем, у нас же огромное количество районов, где нет ни алмазов, ни нефти, ни газа, ни золота, ни угля. И добыча их, даже если какие-то месторождения есть, на сегодняшний день она абсолютно нерентабельна. Что там людям делать в этих районах? Не всем же могут заниматься сельским хозяйством. Соответственно, мы должны находить возможности для того, чтобы как можно больше людей были вовлечены в те или иные новые отрасли нашей экономики. С этой точки зрения, например, Якутск я рассматриваю как центр инновационного развития, где мы как раз имеем самую высокую концентрацию человеческого капитала. И здесь можно говорить о развитии и инновационных производств, креативных индустрий, которые, конечно же, в перспективе могут занять значительное количество людей, раз, во-вторых, иметь очень высокую добавленную стоимость. На самом деле, может быть, даже гораздо более высокую, чем в нефтяной и газовой промышленности. Я, например, имею в виду те же IT-индустрии. Что касается сельского населения, то здесь мы, конечно, должны будем упор делать, кроме развития новых отраслей сельского хозяйства, на поддержку создания новых производств. Здесь я имею в виду, что те же дикоросы, хотя многие к этому относятся очень скептически, во многих субъектах уже сегодня Российской Федерации превратились в такую основу дохода уже десятков тысяч людей. Причем в достаточно развитых областях и краях, например, взять ту же Томскую область, где, я недавно читал, несколько десятков тысяч людей именно заняты в этой отрасли. Сбор дикоросов, переработка дикоросов и их поставка на экспорт. Наши дикоросы ничуть не хуже, чем в Томской области, я уверен, что даже лучше. И самое главное, что сегодня уже есть реальный интерес со стороны наших иностранных партнеров взять ту же Японию, ту же Корею, тот же Китай, которые готовы вкладываться и приобретать продукцию нашу. Здесь же, когда мы говорим о развитии сельской территории, мы, конечно, должны говорить и о развитии туризма, потому что, обладая такой исключительной чистой, красивой природой, как у нас в Якутии, мы, к сожалению, ее практически не используем именно как для туризма. К 2022 году я надеюсь, что мы все-таки сможем определенную инфраструктуру здесь создать, в первую очередь по авиационному сообщению, по дорожной инфраструктуре. А дальше я уверен, что должен подключаться наш бизнес, малый бизнес, средний бизнес в части строительства гостиничной инфраструктуры, в части создания туристических маршрутов. И я уверен, что тот же Аймяконский район, например, он может стать центром туризма
даже не только для Якутии, да, но в целом центра российского мирового туризма, как одна из красивейших точек нашей планеты. Вот эти вот проекты, они также могут привлечь инвесторов, насколько я понимаю. И, естественно, вот все эти проекты, они, конечно, при правильной поддержке со стороны государства способны абсолютно без государственных дотаций уже выйти на рентабельность и дальше работать. Вот нельзя думать о том, что во все эти отрасли должно государство вкладывать свои деньги. Государство вообще должно как можно меньше заниматься бизнесом. Поверьте, у нас есть прекрасные бизнесмены, которые большинство вопросов могут решить сами. Ну, взять ту же IT-индустрию, так, ну, тот же InDriver, ту же Майтон, так, они же, если получали какую-то господдержку, то на самом начальном этапе, так, вот, ну, я знаю, что вот Майтона получал, так, по Синету я вообще, мне кажется, что Арсен Томский сделал это все сам, там, с помощью частных инвестиций, физических, юридических лиц в свое время. Вот. Ну и государство им просто не мешало. А на самом деле иногда вот это тоже важно, чтобы государство не вмешивалось в те или иные процессы. И сегодня мы имеем две компании мирового уровня. Вот, поэтому я уверен, что наш якутский бизнес, другие инвесторы, которые сюда придут, смогут вот эти отрасли поднять на очень хороший рентабельный уровень. Вот вы ставите задачу привлечь 500 миллиардов рублей инвестиций до 2024 года. Ну, сумма просто огромная. Справится ли? Я эти цифры привожу не просто так, они заложены в стратегии развития республики. Мы понимаем именно по каким отраслям, по каким направлениям, какие средства должны быть привлечены. И мы, конечно, будем работать для того, чтобы эти инвестиции пришли в нашу республику. Вот один из крупнейших инвестпроектов – это строительство Ленского моста. На каком сейчас все этапе и когда вот при лучшем стечении обстоятельств нам стоит ожидать начала строительства? Конечно же, Ленский мост стал притчей во языцах. Слишком долго он как бы начинает строиться, так, слишком много уже было у нас заявлений о том, что вот завтра, послезавтра все будет подписано, вот все вот, уже все в руках, но, к сожалению, каждый раз это все ускользало в силу объективных, субъективных причин. Когда я приступил к исполнению обязанностей, я, к сожалению, вот с удивлением понял, что проект нашего Ленского моста, он совсем далеко отодвинут, и Минтрансе России должны были вернуться к его рассмотрению на период уже после 2025 года. Вот, и то без каких-то гарантий его решения в положительном ключе. Но после того, как я в августе встретился с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, после того, как он дал прямые поручения в адрес правительства страны и Минтранса Российской Федерации вернуться к рассмотрению этого вопроса, как уже давно обсуждавшегося и имеющего на самом деле колоссальную не только социальную значимость, но и геополитическую, геоэкономическую ценность для огромного макрорегиона. Сейчас дело сдвинулось. Вот буквально несколько дней назад мы на научно-техническом совете Федерального агентства по дорогам в Росавтодоре с привлечением лучших инженерных умов страны вот как раз в области мостостроения обсуждали уже два проекта, скажем так, решения этой проблемы, которые были внесены крупнейшими иностранными и российскими консорциумами. Я знаю, что еще существует третий проект, третье видение решения данной проблемы, которое тоже готовится очень серьезными инвесторами. Это говорит о том, что сегодня появился уже реальный интерес к решению этого вопроса на основе конституционных соглашений. Я буду и дальше работать и с руководством страны, с руководством Федерального министерства для того, чтобы мы смогли организовать такой, скажем так, консорциум, который реально сможет этот мост построить. И мы на самом деле планируем, что при благоприятном стечении обстоятельств к 2024 году мост должен быть построен. А то, что касается финансирования, за счет каких средств начнется строительство? Само по себе конституционное соглашение подразумевает, что значительная часть финансирования строительства моста должна выделяться вот этими концессионерами, то есть инвесторами этого строительства моста. Значительная часть, опять же, должна, на наш взгляд, быть выделена за счет федерального капитального гранта на строительство по такой схеме. Это тоже общепринятая практика. Что касается софинансирования со стороны республики, то сегодня вопрос о значительном финансировании со стороны республики не ставится. Вот. Но если понадобится какое-то софинансирование в пределах нескольких процентов, то я думаю, что мы такое решение тоже будем принимать.
Вот. Вместе с тем, еще раз говорю, там значительная часть все-таки строительства моста, она должна идти за счет федеральных капитальных грантов. Ну а то, что концессионер вложит в мост, он в последующем должен возвращать уже за счет каких-то платежей. Но мы здесь предложили модель, при которой автомобильный транспорт до 3 тонн, он будет полностью освобожден от платы за проезд по мосту, а вот те грузовики, тяжелая техника, которая будет по этому мосту передвигаться, они будут платить. Вот, я думаю, что это вполне справедливо. Вот, такая форма концессии уже существует во многих регионах нашей страны и себя оправдывает. Я уверен, что вот такое решение по финансовой модели мы тоже совместно с федеральным органом власти найдем. В любом случае, при принятии этого решения мы, конечно, сообщим об этом населению нашей республики. Будет долгожданная, я думаю, новость. Под Новый год в Якутске открылась долгожданная национальная школа и 3 крупных детских сада. Причем они построены впервые в истории Якутска, сразу 4 объекта построены за счет средств республики. Будет ли в дальнейшем продолжаться эта практика? Конечно, на самом деле вводиться будет не 4 объекта, а 9 объектов. Они будут вводиться в течение декабря и января месяца. Это несколько школ, несколько детских садов, это объекты дополнительного образования, это вот детская школа искусств в 203-м микрорайоне с прекрасным концертным залом, это городской библиотечный центр для детей, опять же в 203-м микрорайоне, это школа АИКГАТА, это 6-я школа, 25-я школа, это детские сады у нас в Сырдахе, в 203-м микрорайоне, Ивушка, на улице Пионерская детский сад. Никогда в истории Якутска такого не было, что вот одновременно 9 объектов были введены. Эта история имеет свое начало в 2015 году, когда в декабре было подписано соглашение трехстороннее между правительством республики, между городом Якутском и группой компаний ВИЗ по государственно-частному партнерству в области строительства социальных объектов. Я был инициатором этого соглашения, и тогдашний глава республики Егор Афанасьевич Борисов меня поддержал. Было дано поручение правительству, и вот такое соглашение у нас появилось. Конечно, тогда, когда мы подписывали, начинали работать, мало верилось, что уже в конце 2018 года у нас 9 объектов практически уже появится. Вот. Но компания ВИЗ, я рад, что мы именно ее нашли в ходе достаточно долгих таких переговоров по поиску инвесторов на строительство социальных объектов. Это сегодня крупнейшая компания в России, которая специализируется на государственно-частном партнерстве. Портфель ее заказов уже превышает 1 000 000 рублей. И вот благодаря ее хорошей работе многие объекты, у нас же обычно как бывает, объекты строятся и потом переносятся на более поздний срок. Так у нее, наоборот, объекты, которые должны были вводиться в сентябре 2019 года, уже вводятся в декабре, в январе, вот буквально сейчас. Вот. И при этом, конечно же, качество стройки очень высокое, объекты очень красивые. Я считаю, что вообще школа АИКГАТА сегодня это лучшая школа, наверное, даже не только нашей республики, но, наверное, на Дальнем Востоке таких школ очень редко можно где найти. Вот. И, конечно, вот такое сотрудничество, оно сегодня нам помогает решать проблему города Якутска именно в области образовательного процесса. Мы все знаем, что Якутск у нас молодой город, средний возраст жителя города Якутска 30 лет. С каждым годом больше и больше детей приходят в первые классы, приходят в детские сады. Вот. И для их обеспечения, конечно, новые объекты должны строиться. И вот сейчас одномоментно вот такое, скажем так, значительное появление таких прекрасно построенных объектов, оно, конечно же, очень серьезно вот эту напряженность снимет. Я вообще уверен, что после реализации этой программы у нас проблема по детским садам от 3 лет, она вообще уйдет в небытие полностью. Так сейчас мы должны уже настраиваться на то, чтобы в городе Якутске решалась проблема по ясельным группам, чтобы у нас в детских садах уже максимально вот ясельные группы сейчас открывались. Ну а что касается школ, здесь нам, конечно, работать доработать, потому что мы должны строить еще десятки объектов именно образовательных для того, чтобы закрыть ту потребность, которая сегодня в городе Якутске существует. Уверен, что мы совместно с городскими властями сделаем все, чтобы этот вопрос был решен. Вот то, что касается строительства и ремонта дорог, какие-то изменения в ближайшее время ожидаются? По ремонту и строительству дорог, и региональных, и федеральных, и, вот, например, городских, у нас, конечно же, будут очень значительные подвижки. Мы видим, как серьезно сегодня увеличивается финансирование по федеральным дорогам.
В ближайшие годы дорога Лена у нас будет полностью асфальтирована. Очень значительными темпами идет асфальтирование по дороге Вилюй. Уже в следующем году асфальт должен дойти полностью до Бердигистяха. Мы сейчас видим, как работы начинают разворачиваться серьезные по дороге Колыма. И здесь тоже будут достаточно активными темпами идти асфальтирование различных участков этой дороги. По региональным дорогам у нас вообще беспрецедентно сложная, но хорошая задача. По национальной программе нам удалось, наверное, добиться больше всех денег в России, и нам выделено порядка 13 миллиардов рублей на строительство региональных дорог, строительство и ремонт, и мы должны отремонтировать 1014 километров. Просто огромная величина. Мы сейчас в год делаем 10-20 километров дорог региональных. Так, а нам сейчас предстоит выйти на объемы порядка 200 километров. Это вот в 10 раз больше, чем делалось сейчас. Вот, я вот поставил перед правительством задачу, чтобы мы в ближайшее время, конечно, очень серьезно отработали и по трудовым ресурсам, по производственным ресурсам для решения этой, на самом деле, беспрецедентно сложной, но очень важной для каждого жителя Якутии задачи. Что касается дорог города Якутска, здесь тоже будут выделены очень большие средства. Вот 3 миллиарда рублей из федерального бюджета будет выделено по 500 миллионов рублей каждый год в течение 6 лет. В течение такого же времени Республика Саха-Якутия тоже будет сохранять такое софинансирование. Мы будем выделять в общей сложности миллиард рублей из республиканского и федерального бюджета на доведение нормативного состояния улиц города Якутска до нормативного состояния. Мы рассчитываем, что руководство города тоже примет соответствующие решения. Вот на следующий год в бюджете, несмотря на все сложности, это выдержано, так и город Якутск также будет вкладывать из собственных доходов 500 миллионов. В общей сложности по 1,5 миллиарда рублей будет каждый год, по нашим расчетам, вкладываться в дороги города Якутска. И мы должны за следующие 6 лет сделать уже не 80 километров дорог, как было сделано в тот период, когда я руководил городом Якутском, а 200 километров дорог, то есть 2,5 раза больше. Хочу вас заверить, что если это все будет сделано, да, практически все основные маломальские значимые дороги в городе Якутске будут приведены полностью в нормативное состояние, будут в асфальте, будут расширены. В общем, мы здесь получим совсем другое качество уже улично-дорожной сети. Давайте вернемся к посланию Государственного собрания Ултумен. В нем вы объединили все направления, которые были отражены в ваших 5 стратегических указах. Если мы говорим о крупномасштабном таком переформатировании, скажем так, модели жизни населения, то, наверное, стоит нам ожидать еще каких-то новых указов. Я не думаю, что мы будем увлекаться подписанием указов. Я, на самом деле, стратегические направления определил. По ним указы сейчас выпущены. Сейчас в рамках реализации стратегии развития нашей республики на период до 1932 года, которая принята единогласно нашим государственным собранием на последней сессии этого года. Я благодарю, кстати, депутатов за то, что они нас поддержали, и стратегия была принята в окончательном чтении, и так же, как и бюджет на следующий год. Для реализации этой стратегии по 7 ее направлениям сейчас составляются дорожные карты, которые будут утверждены в начале 2019 года. И работа как раз по стратегическим направлениям уже будет разворачиваться на полную меру. Вы знаете, и раньше у нас такие были документы и стратегии, и вроде направления, но я считаю, что все-таки у нас не хватало персонификации ответственности. Поэтому, начиная со своего инвестиционного послания, я уже во главу угла ставлю персонификацию. По каждому, например, направлению, которое отражено в инвестиционном послании, у нас закреплен уже конкретный исполнитель. Например, за Ленский мост, за продвижение этого проекта будет отвечать Бычков Кирилл Евгеньевич, заместитель председателя правительства. А за дальнейшее строительство по проектам государственно-частного партнерства в городе Якутске социальных объектов будет отвечать министр экономики Майя Андреевна Данилова. И принцип этот будет и дальше сохраняться, потому что когда есть вопрос и есть ответственность за его исполнение, который отвечает за это своей головой, вы знаете, вопросы как-то движутся быстрее. А какой вы видите Якутию в 2024 году? Мы к 2024 году должны в полной мере реализовать указ нашего президента майский о стратегических направлениях развития России. И если этот указ на территории нашей республики будет полностью реализован, то мы, конечно, получим серьезнейшее улучшение качества жизни.
Еще раз говорю, мы должны построить для этого времени 1000 километров региональных дорог, 200 километров дорог здесь, в городе Якутске. Мы должны снести 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья по всей республике. Мы должны отремонтировать 16 аэропортов, сделать их абсолютно новыми, с искусственными взлетно-посадочными полосами. Мы должны построить онкологические и кардиологические диспансеры. Мы к этому времени, надеюсь, уже будем почти иметь в руках наш Ленский мост. Я перечислил только то, что сразу на ум приходит. Да. У нас же есть еще и образовательные проекты, это связанные с строительством новых крупных объектов и школьного, и высшего образования. У нас есть очень серьезные проекты по сельскому хозяйству, так, которые нас должны тоже поднимать. Есть проекты по развитию цифровой экономики, цифровизации республики. То есть мы 6 лет должны развиваться просто очень динамично, очень быстро, но для этого, конечно, надо трудиться. Многие как-то считают, что придет добрый дядя, там придет глава, там кто-то еще что-то сделает, и все у нас изменится. Ничего подобного. Так, я хочу сказать, что достижение этих результатов даже при самом лучшем финансировании невозможно без того, чтобы каждый якутянин не чувствовал свою сопричастность к этому вопросу. Когда мы, каждый из нас поймем, что это для нас, что это делается, что мы сами должны это все сделать, что мы должны участвовать в этом процессе, по-разному. Кто-то в обсуждении этих вопросов будет давать свои предложения, будет может и конструктивно критиковать, так давать, это неправильно делается, надо сделать так, будет контролировать ход исполнения этих работ. Кто-то будет своими руками это все делать, так, кто-то будет решать какие-то вопросы на уровне федерации, на уровне республики, района, поселка, села. Будут участвовать в субботниках, потому что без личного участия, например, во многих вопросах улучшения комфортной городской среды, поселковой среды тоже невозможно. И если такая сопричастность у нас появится, если мы поймем, что Якутия наш общий дом, и мы все за него в ответе, и от нас зависит, как мы будем жить, плохо или хорошо, то я уверен, жить мы будем хорошо и успешно. Следующий год вы объявили годом консолидации. Каждый, наверное, по-своему понимает это понятие. Вы что конкретно понимаете под консолидацией и какую цель преследовали, объявляя год консолидации? Исходя из своего опыта, я вижу, что, к сожалению, многие вопросы в нашей республике решаются не так быстро, а порой вообще не решаются именно из-за того, что наше общество по многим основополагающим вопросам разобщено. Мы, к сожалению, очень любим делиться по каким-то, на самом деле, несущественным вопросам. При этом, когда мы начинаем разговаривать, я всегда сторонник того, что нам надо искать то, что нас объединяет. То, что нас разъединяет, мы, знаете, всегда найдем. Начиная от разреза глаз, заканчивая вероисповеданием, образованием, социальным статусом и так далее, и так далее. Но когда мы находим общие какие-то подходы к решению тех или иных вопросов, когда мы находим общие цели, к которым мы должны стремиться, и общие пути, по которым нам надо двигаться, вы знаете, гораздо легче. Я исхожу из своего собственного опыта руководства городом Якутска. Что было в Якутске в начале 2012 года? Страшный город, где главной проблемой были бродячие собаки, где коммунальные аварии случались, знаете, просто с пугающей частотой, где улицы там чистились раз в месяц, огромные завалы мусора были прямо здесь, в центре города. И если бы мы не консолидировались вокруг решения каких-то глобальных задач по городу Якутску, а ушли бы в частности или дальше стали бы спорить, как нам Якутск развивать, знаете, ничего не получилось. Но эта консолидация как раз вокруг идеи города как нашего общего дома, как родного дома, она на самом деле преобразила город даже гораздо более сильнее, чем я ожидал. Потому что я всегда говорю, что есть такая якутская пословица «народ кюге, кемель кюге», это сравнивается сила народа с силой весеннего ледохода, которая все сокрушает, все может сделать. И такое как раз объединение, оно позволило нам реально изменить ситуацию в нашем городе в Якутске. И я уверен, что такая же консолидация нам необходима на уровне республики. Потому что, к сожалению, слишком много у нас тяжелых проблем. И если мы еще будем расходиться в разные стороны из-за каких-то несущественных, на самом деле, по большому счету, каких-то внутренних таких узких интересов, то, к сожалению, развить такую огромную территорию быстрыми темпами у нас не получится.
Население объединяют еще и праздники. Сейчас такая предновогодняя суета царит на улицах. Вы где будете встречать Новый год? Новый год я традиционно всегда встречаю с семьей у себя дома. Вот. Ну а потом уже опять же, по традиции, мы с супругой поедем в наш любимый Саха-театр отмечать его дальше. Вы успели уже купить подарки? Пока еще нет. А сами покупаете? Всегда сам. Большое спасибо, Айсен Сергеевич, что ответили на наши вопросы. С наступающим вас Новым годом! Спасибо вас также, с наступающим Новым годом.